От компании Финика мы представляем кэшбэк-карту. У нее есть следующие преимущества. Это кэшбэк до 25% на все покупки. Есть ежемесячное начисление 6% на депозит. Получается 72 годовых. Обслуживание ее бесплатное, 0 рублей. Работает по всему миру, участвует с реферальной программой и возврат живыми деньгами, никакими ни бонусами, ни баллами, ни чем-то еще. Вот. Стартовый кэшбэк, мы заявили о том, что он 25%, стартовый у нас 15%. Это в любом случае очень много. И сегодня спрашивали, почему так. Почему так, вы сами должны понимать, что мы готовы делиться. Большинство из вас понимает, как мы зарабатываем и как мы помогаем зарабатывать другим. Вот, поэтому мы обещаем стартовый 15%. Есть два способа повысить его до 25%. Первый способ – это потратить на сумму 2000 цифрон, но если вы будете только тратить, вы получите максимум 20%. Либо пригласить 5 человек и получить 25%. Здесь вы можете видеть, что при приглашении одного человека вы получаете плюс 1%, когда вы пригласили двоих – уже 2%, когда пригласили троих – получили 5%. Получается, что можно пригласить троих и потратить на 2000. Вы получаете тот же максимальный кэшбэк 25%. Так, здесь, наверное, все. У нас есть вопросы. Можно, окей, давайте здесь вот по вопросам пройдемся. Какой процент за снятие денег в банкомате? 3%. Это разово? Нет, это вы один раз сделали кэшбэк 25%, на все оставшееся время пользования картой у вас он остается фиксированный. То есть вы можете это сделать в первый же месяц, можете попросить там друзей, знакомых, кому нужно потратить, сделать большие какие-то траты, вы делаете на 2000 цифрон, со следующего месяца у вас сразу же 20%. Пригласили еще троих, у вас со следующего месяца 25%. И он зафиксируется до конца пользования карты. 15% – это все время. Почему вы говорите 2000, а на слайде написано 200? На слайде я пишу 200 цифрон, и получается плюс 1%, то есть суммарно. При трате в $500, 500 цифрон, вы получаете плюс 2, то есть суммарно 17. Когда доходит до 2000 цифрон, получаете плюс 5, то есть 20. Это я ответил Елене Быстрицкой. Можно использовать одну карту на аккаунт жены и свой. Одна карта привязывается к одному аккаунту. Вывод будет с кабинета на карту? Да, вывод будет с кабинета на карту под 0%. На что надо пригласить? На карту или на индексы? Для того, чтобы пригласить, точнее, для того, чтобы получить кэшбэк, точнее, вот это про приглашение, здесь это про карту. Можно приглашать, если нет, даже в инвестиции. Человек должен быть зарегистрирован, точнее, вы должны быть зарегистрированы в системе, чтобы по вашей ссылке зарегистрировался человек и получил карту. Он не обязан иметь другие продукты. До это значит на разные товары дисконт? Нет. У нас стартовый кэшбэк 15% на все товары и 25% на все товары. То есть у нас нет разделения, даже не то, что товар, у нас на все траты. Вне зависимости от того, это косметика, питание, ремонт и так далее. В каких банках снятие? В любых банкоматах. Здравствуйте. Так, вот я остановлю сейчас вот здесь, наверное, тут будет очень много. Так. Ладно, давайте сейчас поотвечаю на вопросы, их, видимо, очень много. И чуть-чуть потом тормозну чат, чтобы добить. Так, здравствуйте, скажите, нужно ли привязывать карту кабинета Финика? Если нужно, то как это делается? Карта привязывается при регистрации, то есть сегодня будет возможность сделать предзаказ карты. Как только вы ее получаете, как только вы ее оплачиваете, за вами фиксируется номер. Потом вы ее получаете, она будет автоматически привязана.
либо это будет сделано, ну, я предполагаю, что это будет автоматически. Пока это не актуальный момент. Обнал 3% при каждом снятии с банкомата. Да, все верно, ну как бы 3% без разницы, что с 500 рублей, что там с 10 миллионов, ну, не имеет значения. Где заказать и как долго выпуск? Заказать в конце, дадим контакты, что нужно сделать. А как долго выпуск, мы ожидаем через 6-7 недель. Вывод на карту сколько будет идти по времени? Также 3 дня, как с цифронами. Можно оплатить с карты с одного аккаунта, например, со своего аккаунта оплатить себе и жене карту. В смысле, можно ли с одного аккаунта купить 2 карты? Если вопрос такой, то да. Карта не именная. Подскажите, это карта чего-то банка или и в чем правовом поле будет поступление списания средств, как быть с налоговым вопросом? Это карта ничьего банка, точнее, это карта под форматом MasterCard. Правовое поле, здесь я не совсем понимаю вопрос, вы уточните, пожалуйста. Как быть с налоговым вопросом? Здесь тоже более уточненный вопрос меня интересует. Нужно ли, ну точнее, сформулируйте, пожалуйста, вопрос и вопросы их отправьте. Так. Так. Сейчас я потерял, где, если человек участвует. Ой, тут вопрос. Я потерялся, короче, где. Так вот, пример нашел, 2016. Кэшбэк сразу приходит. Сейчас отвечу на этот вопрос слайдами. Сколько стоит карта, отвечу слайдами. Карта банка какой страны? Карта... Ну, ей можно пользоваться в России. Просто не совсем понимаю, с какой страны это вопрос. Если уже зарегистрированы люди, ну, расплачиваться можно во всем мире этой картой. Она под форматом MasterCard. И, ну, просто не совсем понимаю, что здесь имеется в виду. Можно ли оплачивать в России? Можно. В какой валюте списания? В местной валюте. Вы тратите в России рублями, тратите, там, не знаю, в Тае будет в батах. Если уже зарегистрированы люди, ну, окей, но у них нет карты, и вы им, ну, предлагаете карту, получаете дальше свои проценты, все в порядке. Вот здесь как бы вы получаете за приглашение плюс проценты, точнее, не за приглашение, за продажу. Давайте так. Не пригласи, продай. Так. Сколько стоит карта? Так, я, наверное, сейчас торможу вопросы, потому что я не успеваю так. Нет, не удалять. Сейчас. Я остановил, в общем, пока чат. Остановился на 2018. Вот. Мы проговорили о том, что есть 2 условия повысить. Первое – это потратить на определенную сумму. Второе – это пригласить. Ну, то есть не пригласить, а продать карту. Вот. Как раз здесь затрагиваем реферальную программу. Сразу же, моментально при продаже карты вы получаете 100 цифрон. Моментально на ваш счет в Финика. 3% с дохода на депозит. То есть тому, кому вы продали, он получает, он имеет депозитный счет на этой карте. Сейчас мы это тоже покажем. Все, что он получает, какой доход он получает, вы получаете с этого 3%. То есть он получает 6% с депозита, вы получаете 3% с его дохода. Вы получаете еще 0,15% со всех его трат. И плюс та же идет схема, что 10 уровней. Думаю, с этим понятно. О том, под каким соусом и как можно продать и кому продать эту карту. У нас есть топливная программа, где мы заявляем, что заправляя и обслуживая свой автомобиль на любой АЗС, на любой автомойке, там, не знаю, у любого
станции техобслуживания в любой точке мира и получи возврат до 111% за полгода или 297 за год на карту живыми деньгами. То есть, по сути, ваши клиенты – это те, кто имеет автомобили. Следующая у нас есть программа – это продуктовая программа. Это покупай продукты, лекарства, товар народного потребления и так далее. Без разницы, в каком магазине, в какой точке мира. И также возвращай там 111% за полгода или 297 за год. Под этим соусом получается, что ваши клиенты все. Вот здесь вы можете заходить через... Если ты тратишь, сейчас мы разберем как раз на примере. Вот как Юля получила кэшбэк 25%. Есть некая Юля, она потратила 62 тысячи рублей, ну, примерно, это там 1000 цифров, за 1 месяц. И в течение 5 месяцев равными платежами по 3100 рублей она вернула 15 500 кэшбэком. То есть здесь у нее кэшбэк 25%. Она, допустим, пригласила сразу 5 там людей и потратила 62 тысячи. В течение 5 месяцев она возвращает свои 25%. Для того, чтобы получить 25% на ту сумму, которую вы потратили, должен быть депозит, равный сумме трат. То есть если ваши средние затраты составляют там 1000 долларов, ну, там 62 тысячи рублей, 1000 цифрон, то вы должны иметь там 1000 цифрон на депозите. Если ваш депозит будет составлять меньшую сумму, то кэшбэк будет начисляться ровно с той суммы, которая лежит на депозите. Например, лежит 500 цифрон, то затраты будут, точнее, кэшбэк будет считаться с затрат в 500 цифрон. Следующий момент. Учитывая, что у нее был депозит, а с депозита она получает ежемесячный доход 6%, и пока она получала этот кэшбэк в течение 5 месяцев, она еще получила, дополнительно заработала 300 цифрон. В итоге за эти 5 месяцев, за затраты в 1 месяц с покупки в 62 тысячи рублей, она заработала 34 100 рублей. Ну, как бы это уже больше 50%. Я думаю, что предложение более чем вкусное. В принципе, вы можете показать эту историю. Теперь на вопросе, сколько стоит карта. Карта стоит 500 цифрон, но на ней сразу же 350 ваши. 100 из них кладутся на депозит, 250 на балансе, на расчетном, с которого можете оплачивать любые покупки. Ну и вот справа написаны все те преимущества, которые она имеет. Сейчас, наверное, вернемся мы к вопросам, и я на них буду отвечать. Их, наверное, будет очень много. Давайте сразу обозначим. У нас сколько? Час еще, наверное, максимум. Да, но есть важная ремарка. Только что пришло сообщение, что карту можно уже покупать в личном кабинете. Поэтому, конечно, круто. Уже сейчас есть. Ребята вот работали, пока мы тут общались. Отлично. Пока мы с вами вели эту презентацию, сейчас уже есть, правильно я понимаю? Да, прикрутили уже. Уже прикрутили и сказали, что можно эту карту купить в личном кабинете. Я, к сожалению, не знаю пока, как это сделать. Там есть закладочка, может появиться. Да, вот мне прямо сейчас сообщают, что есть уже возможность, есть закладочка. Если останутся вопросы, мы, наверное, сегодня, завтра мы сделаем видеоинструкцию, как это сделать, и отправим в канал Telegram. Так, я возвращаюсь к вопросам, на которых остановился, и буду отвечать. Так, карта именная нет, кэшбэк сразу приходит, приходит в течение 5 месяцев. Сколько стоит карта? 500 цифрон. Карта банка какой страны, не понимаю, в чем здесь вопрос. Если уже зарегистрированы люди, вы им легче продадите эту карту, они уже понимают. Если инвестиции 2000 долларов, это, не понял, если инвестиции 2000 долларов, это и есть трата 2000 цифрон? Нет, если вопрос про затраты, это вот вы приходите, не знаю, в кафе, в магазин, там, не знаю, на автомойку, оплачиваете обычной картой, либо наличными деньгами. Вот имеется в виду такие траты. То есть это
карта, которой можно оплачивать в любом терминале. На сумму 2000 цифрон. Там будет конвертация, то есть сейчас курс, вот мы расчетный, там у нас был 62 рубля к одному цифрону. Вот. Перевод на другие карты или счета, как выглядит и какие проценты. На другие карты или счета пока вопрос обсуждается. Мы предполагаем, что он будет. Спасибо. Мы предполагаем, что это будет открыто. Как он будет? Будет с рублевого счета на рублевый счет. Рублевый счет MasterCard оплачивает покупку у предпринимателя, который вам оказал услугу, и с рублевого счета переводится на другую карту, также с MasterCard. Но более подробно эти вопросы мы сейчас обсуждаем, технические возможности, и об этом будет позже информация. Выводится на карту доллары или рубли. На карту выводится, точнее, из личного кабинета вы выводите цифроны на карту. С карты вы выводите ту валюту местную, которая есть, либо по возможностям банкомата. То есть если банкомат Тинькова разрешает снимать в долларах и рублях, то, возможно, вы там можете снять в долларах и рублях. Пока точно знаем, что можно в рублях, в местной валюте. Перевод денег на другие карты тоже. Ряд лицом, возможно, точнее, рассматриваем этот вариант, когда точно будет, не знаем. На онлайн-покупки тоже действует кэшбэк? Да, действует. Карта приходит через обычную почту или через доставку? Пока не знаем этот вопрос, но я думаю, что мы сделаем что-то, чтобы доставить ее быстрее и безопаснее, если здесь такой вопрос. Чтобы получить не 15, а 25%, 5 человек пригласить. Конкретно на что? Уточните, пожалуйста. Конкретно на продажу, точнее, конкретно карту. То есть вы должны 5 продать карту. Отправка карты планируется в другие страны, во Францию, например. Я думаю, мы это сделаем, потому что карты можно пользоваться в любой точке мира, нам без разницы, где вы находитесь. Просто здесь вопрос доставки. Как я приглашаю людей под карту? Отдельно или в Финика? Мои люди с команды автоматом попадают в команду карты. Здесь не формируется команда карты. У вас сейчас история Финика, что вами формируется команда Финика без разницы какого продукта. То есть если вы сначала продали ему индекс, а сейчас продаете ему карту, будет все в порядке. То есть, все равно, даже если если человеку в вашей команде кто-то продаст карту, он все равно останется под вами. Поэтому в любом случае вы заинтересованы продавать своей команде в первую очередь, потому что они никуда не пропадут. Мои люди с командой автоматом попадают в команду карты. В целом, в общем, да, но у них должна быть карта. То есть если в вашей команде нет ни у кого карты, то они просто в вашей команде, по этому продукту нет. Безналом через терминал можно оплачивать. Безналом через терминалы. Не понял, какие терминалы. Если терминал эквайринг, то да, конечно. Комиссия 3% только на снятие или на покупки тоже. На покупки 2%. На услуги, например, оплата ЖКХ, будет кэшбэк? Да, будет. На любую оплату, на любую. То есть если вы можете оплатить это картой, то есть если вы каким-то образом можете оплатить этой картой онлайн-покупку в физическом мире, так, не теряется. Стоп, ребята, я сейчас Стойте, пожалуйста, сейчас. Я опять тормозну, я сейчас не успею просто У меня лимит здесь сообщений, я не успеваю. Можете сделать... Некоторые вопросы я сейчас упустил, потому что превысил лимит, все, потерялись они. Может, сделайте презентацию, тогда вопросов не будет. К сожалению или к счастью, вопросы будут, потому что... Ребят... Сколько стоит карта? Часть вопросов я потерял. Механика не ясна, откуда берется кэшбэк. Кэшбэк берется с ваших инвестиций. На чем компания делает деньги? Если также к инвестиции, то непонятно. Как я могу выводить и заводить? Потерял. Вопрос улетел. Если люди уже зарегистрированы под человеком и берут карты, пригласители получают бонус. Да, все верно. Перевод с карты на карту возможен? Отвечал.
Пока рассматривается этот вопрос. Сколько будет еще идти вебинар, то сериал начинается? Уже можете идти. Кэшбэк в течение какого времени начисляется после покупки? 5 месяцев. Можно снимать доллары, зависит от банкомата. По окончании срока карты новую оплачивать надо, при замене нет. Можно оплачивать кредиты с этой карты, идет и от этого кэшбэк. Если вы оплачиваете кредиты как перевод, то за перевод кэшбэка не будет. Если это будет как оплата, ну просто оплата какая-то, то есть с любой оплаты будет начисляться кэшбэк. Видят ли ее приставы или нет? Нет, не видят. ФССП отследить может. Не знаю, что это такое, но, скорее всего, нет. Ну, это, видимо, какой-то надзорный орган. Какой оборот денег по ИК в месяц? Будет ли налоговая знать про оборот денег? Нет, налоговая не знает. По ИК в месяц не знаю, что вы имеете, но лимитов в целом нету. При покупке в магазине тоже 3% снимают? Нет, в магазине снимают 2%. Но за счет того, что вы получаете 25%, то возвращаете 25% с этой покупки, то в целом, в общем, 2% нормально. Ну и плюс из этих 2% 1,5% уходит по реферальной программе. Соответственно, если под вами кто-то есть или будет, то вы эти 2% легко скомпенсируете за затрат других. С момента заявки на получение, как быстро могу получить ее сроки? Заявку вы можете оставить сегодня, карта будет готова, мы рассчитываем 6-7 недель. В чем выгода финика? Не совсем понял вопрос. Можно ли завести деньги на карту, кроме как вывести цифроны с личного кабинета? Если да, то как? Можно через биткоин. То есть вы пополняете кошелек в личном кабинете на финика и оттуда цифроном перегоняете на карту. Карта в рублях или долларах, она в цифронах. Карта для налоговой будет считываться, по моим данным, нет, она не именная. За услуги ЖКХ отвечает, к какому банку относится карта. Каждая карта должна быть привязана. Хорошо, запишем этот вопрос. Не совсем понимаю. Или карта будет на другое лицо оформлена? Нет, она оформлена на вас. Вывод средств в рублях в местной валюте. Имеется в виду банк, эмитент карты, кто? У карты не может быть банка, если она... Мы не банковская карта, это карта кэшбэк-сервиса под форматом, как это называется, под форматом MasterCard. Вот. Это to the moon, не понимаю, что вы скажете. Можно пользоваться в Казахстане? Можно. Процент за снятие в банкомате 3, на онлайн кэшбэк, да. СМС по расходам с карты, отслеживание расходов в личном кабинете. Финика. Комиссия снимается за покупку в магазине 2%, если карта принимается, можно блокировать через техподдержку, и, скорее всего, будет какая-то кнопка в личном кабинете. Банк, эмитент карты какой? Ответим в следующей презентации. Будет ли СМС-уведомление и онлайн? Рассмотрим этот вопрос. Будет точно статистика всех передвижения денежных средств в личном кабинете. Можно ли одну карту привязать к разным аккаунтам? Наверное, нет. Вы можете одну карту иметь на двоих, если об этом вопрос. Кто эмитент этой карты, пополнять с других карт можно. Пока рассматриваем вариант пополнения в рублях эту карту и разными способами, кроме как цифровной из личного кабинета. Эта карта в Беларуси, Украине работать будет? Да, будет карта мультивалютная, можно снимать деньги в любой стране. Да, можно. Как работать в Беларуси? Будет работать. Вывод из кабинета будет напрямую на карту? Да, все верно, я уже купила, отлично. Можно ли совершать покупки онлайн? Да. Если оплачивать картой в магазинах, то будет ли сниматься какой процент? Да. Юридическое лицо или третье лицо могут пополнить мою карту? Не знаю, зададим, точнее, сохраним этот вопрос. Сейчас я куда-нибудь его сохраню. Так, карта уже есть в кабинете. Apple Pay будет. Рассматриваем. Сейчас нету пока. Карта супер. То есть, чтобы получить кэшбэк на карте, должен быть постоянный депозит. Да, все верно.
Ну, нет, вы можете потратить, да, точнее, все верно. Пользоваться картой можно без депозита, но кэшбэк не получите, потому что депозит зарабатывает вам кэшбэк. 500 цифров, сколько в рублях? Ну, вот в данном расчете 31 тысяча. Супер. Карта от какого банка будет? 0,15 со всех уровней, да, с 10. С каждого. 31 тысяча. Кто уже купил, вы молодцы, потому что окей. Поясни, что такое 100 на депозите, 250 на балансе. То есть мы сейчас предлагаем вам готовый инструмент. Мы не говорим вам, купите карту за 150 там, цифрон. Мы говорим, покупайте за 500, и у вас уже будет 350. 250 вы можете тратить, 100 вам приносит ежемесячный доход. То есть вы уже будете точно получать кэшбэк, вы уже точно будете получать свои депозиты. Чтобы не было вот этих вот проблем, что вы купили карту, а для того, чтобы ей пользоваться, надо куда-то что-то закинуть. Для того, чтобы, там, не знаю, получать кэшбэк, надо закинуть что-нибудь депозит. У вас здесь all-inclusive, прям готовая карта кэшбэк-сервиса, которую можно использовать уже прям, ну, как только она у вас появится. Если у человека приобрели с приставом, карту арестовывают? Нет. Если я куплю машину, скажем, за 1 миллион, то мне придет кэшбэк за эту покупку. Если вы оплатите картой, то да, но, по-моему, в автосалонах до 300 тысяч, по-моему, разрешают оплачивать. Но в целом и общем, если у вас на депозите 1 миллион, и вы делаете несколькими платежами, там, ну, там, не знаю, 4 раза по 300 тысяч в автосалоне, то да, вам придет кэшбэк от миллиона, при условии, что у вас на депозите будет 1 миллион. Как получить сроки изготовления? Ответил, купив карту, где ее можно получить на 100% в Казани в офисе, и доставка точно будет. Кто эмитент, свои цифровые личные документы можно будет переводить? Да, под 0%. Комиссия за конвертацию. За конвертацию нет комиссии. Она уже заложена, то есть из ваших, ну, вывод и оплата. В кабинете, да, уже можно купить. Налоговый визит, карту нет. Пополнение только цифровыми, ну, цифровыми пока, да. Можно ли получить карту не по адресу прописки? Да. Если покупки в Европе, будет кэшбэк? Да. Оплачивать учебу в институте можно. Это если вопрос. Если вы оплачиваете картой, то да. По окончанию срока карты новую оплачивать надо при замене? Нет. Какую сумму можно снимать в сутки? 13 тысяч цифрон. 13 тысяч цифрон, сколько мы это считали? 13 тысяч цифрон, умножаем на 62, ну, 806 тысяч рублей. Сейчас, секунду, потерял опять. Почему всех кредитах? Окей, подождите. Надо обновить и там все. Да, говорят, обновите, пожалуйста. ФСС сказали, что это истина. Нет, истины не увидит. В 2024 оформляется бесплатно. Поясните, понятие депозит. Это остаток на карте. Нет, это у вас на карте 2 счета. Опять у меня пропадает сообщение, я не знаю. В общем, про депозит и баланс. На карте 2 счета, один депозитный, как вклады, как сберегательный, как, ну, не знаю, в любой банковской карте. То здесь это просто депозит. И есть баланс, которым вы оплачиваете покупки. Налоговый вид карту? Нет. Так, ФССП где-то надо. По окончании срока карты оплачивать надо? Нет. Какую сумму можно снимать в сутки? Ответил, для того, чтобы получить реферальные за продажу карты, обязательно ее иметь самому? Нет. Не обязательно, Анатолий. Выводятся биткоины? Нет. Выводятся цифроны. Можно карту получить в Британии? Да. Можно пополнить карту рублями? Рассматриваем эту возможность. Можно ли пропустить покупку? Не знаю, что пропустить покупку с кабинета, не понял. На оплату ЖКХ, да, как карту активировать? Не понял вопрос. Она будет активной, как только вы ее получите. Скорее всего, в личном кабинете просто скажут, что да, я получил. Ну, что-то, какая-то будет инструкция в личном кабинете. На чем делаются деньги по карте, чтобы не считать кэшбэк? Откуда кэшбэк берется? С депозитов. Прокупить, не понял. Если я оплачиваю электронный страховой полис, это тоже трата и кэшбэк будет. Ребят, вот все, что вы можете оплатить картой,
будет кэшбэк. Если вы делаете перевод, за него кэшбэка не будет. Если вы делаете обналичивание через банкомат, за него кэшбэка не будет. Все. В Испании работает карта. С карты на карту перекинуть цифрон. Нет, не знаю, не понял. Карта работает там, где работает MasterCard. Отлично, спасибо, Диана. Еще раз про баланс карты и депозит карты. Еще раз задайте вопрос, пожалуйста, чтобы я понял. Расходимся, кэшбэк можно получить только через 5 месяцев. Нет, ребят, не через 5, а в течение 5. То есть вы получаете каждый месяц только по 5-й части. Так, а вы что хотели? Ну, даже если 25% делим на 5 месяцев, это 5% в месяц. На любые покупки, ну, не знаю, как бы, в целом и общем это очень даже хорошо. В личном кабинете пока не видно информацию. Ну, обновите. Пока часть рука, то новую надо оплачивать. Нет, не надо. СМС будет уведомление платно. Про уведомление пока неизвестно. Чел без карты зарабатывает на продвижении карты, да. Понятно, что это хайп. Не понял, что вы имели в виду. У меня есть кэшбэк, будет каждый месяц. Да, видно, уже кабинет растянут на 5 месяцев. Карту пополнять можно в какой валюте, пока в цифронах. Еще раз про баланс карты, депозит карты. Не знаю, я вроде недавно только отвечал. Пополнение карты только цифронами, на снятие наличных тоже кэшбэк будет? Нет, не будет. Мы сделаем отдельно выбирать. Так, надо было сперва сделать представку, а потом уже отвечать на вопросы. Спасибо, Денис, в следующий раз будем делать именно так. Получается, на карте постоянно должна лежать какая-то неприкасаемая сумма, да, которая работает на вас, на ваш депозит и на ваш кэшбэк. Если карта потеряется, как ее можно заблокировать? Через личный кабинет. Какой смысл выводить комиссию на покупки 2%? Не проще ли сократить кэшбэк на 2%? Нет, за счет комиссии вы зарабатываете, ну, то есть за счет комиссии вы зарабатываете на, ну, там, по вашей структуре. Оплата учебы возможно, карта будет имена нет. Так, кто эмитент суперкарта? Это карта не российского банка? Нет, не российского. Это не банка карта, это сервис кэшбэк, который работает по MasterCard. Что такое стоимость депозита? Вот я дошел. Черная лента, по которой плачен товар, толстая или тонкая. Не знаю, что это такое. Какой банк будет обслуживать? Еще раз точнее скажите, кто потерял опять. Так. С чего фильм выплачивает такие проценты? С того, что зарабатывает. Ну, если 18 инструментов. Если вы не знаете, как зарабатывать финика, ну, вы как-то здесь оказались, это партнерский вебинар, скорее всего, вам не рассказали. Спросите у того, кто вас пригласил на это мероприятие. Какую сумму можно снимать в сутки? Я ответил 13 тысяч цифрон. Можно торговать налог или с этой карты? Да. Оплата сейчас и при получении. Оплата сейчас. Получите вы ее после оплаты. Сейчас у нас через 6-7 недель мы ждем тираж в 5000, который приедет. Следующая партия, не знаю, как будет. Заявок уже, наверное, на 1000. А это второй день, как мы о ней рассказали. Будет ли приложение как у Сбера? Да, будет. Вопрос, когда, не могу сказать. Сейчас ведутся разработки этого приложения. Так, кэшбэк будет поступать 1 раз в 5 месяцев. Нет, поступает 5 раз в 5 месяцев. Отслеживание расходов по карте, да, в личном кабинете. Если 2% с покупки, то по факту 23% кэшбэка. Да, и плюс 6% на депозит. Итого 36 плюс 23, 59. Можно ли с карты пополнять кошелек в личном кабинете Финика? Зачем? Можно ли карту пополнять или можно ли с карты пополнять? Ну, в целом и в общем можно, но зачем? Если потеряется, можно заблокировать. Да, программа будет контролировать средств на телефоне. Да, сначала это будет мобильная версия сайта, следующий этап – мобильное приложение. Это электронный кошелек в виде физической карты. Не знаю, что вы имеете в виду, но задам этот вопрос.
Ответьте на него точно в следующем вебинаре. Сколько карт поздно зашел, точнее тоньше, чем на обычной карте. Как пополнить для 25, надо выполнить одно из двух условий. Либо, ну, там есть вот градация. Сейчас вот я вернусь. Вот способы. Пригласи, ну, то есть продай карту, в данном случае имеется в виду. На карте должно быть, не совсем, депозит можно снимать в любой момент. Так. Как пополнить? Как использовать одну карту на двоих? Ну, в смысле, как? Ну, как бы сначала ты, потом он. Вот так. Apple Pay будет, когда, не знаю, карта уже есть в кабинете, можно подключить Google Pay. Хотим в разработке, когда, не знаем. Поясните просто, объяснил. В Mozilla есть, в Chrome нет, так что получить кэшбэк надо депозит иметь. Да, все верно. Можно ли будет с карты пополнять свой счет в цифронах в личном кабинете Финика? Да, можем. Кэшбэк приходит только через 5 месяцев, и это каждые 5 месяцев. Нет, ребят, кэшбэк приходит каждый месяц в течение 5 месяцев. Запиши, пожалуйста, в момент. Ну, я сейчас как вопрос запишу. Могу ли со своего кабинета перевести цифроны на карту третьего лица? Не знаю, такую возможность не рассматривали. Наверное, не будем мы такую штуку делать. Сколько, как если не можно зарабатывать на CCI. Да, все верно. При депозите то, что мы имеем. Кэшбэк до 100%, до 100 цифрон. С чего компания берет средства на кэшбэк? Михаил, вам вопрос к тому человеку, кто вас пригласил. Квартиру можно купить. Наверное, я не знаю, это вопрос или утверждение. Депозит можно снимать в любой момент. Да. Но как бы, ну, вы не сразу получите. То есть там в течение определенного срока, там, в течение, по-моему, 3 дней. Я уточню этот момент, но вы в любой момент можете поставить заявку на вывод депозита, если вы об этом. Чтобы получить с миллиона, что мне нужно иметь? 2 миллиона на депозите, 1 миллион остается на депозите, 1 миллион на покупку. Так. Да, для того, чтобы получить кэшбэк с миллиона, вам нужно иметь 1 миллион на депозите и 1 миллион на балансе, чтобы потратить этот миллион. Есть вопрос такой. То есть нужно иметь депозит, такую же сумму на оплату всего. Не обязательно. То есть вы можете иметь депозит, там, не знаю, в 1 миллион рублей, но тратите каждый месяц, ну, не знаю, там, по 5000 рублей. У вас будет кэшбэк с 5000 рублей, которые вы тратите, а с миллиона будет идти доход, ну, ежемесячный, там, 6%. То есть это не значит, что должна быть ровно такая же сумма или там еще что-то. Это говорит о том, что кэшбэк выплачивается с той суммы, которая лежит на депозите. С той суммы затрат, которая равна... Короче, вы потратили на 5000. Если на депозите лежит меньше, чем 5000, то будет перерасчитываться по той сумме, которая лежит на депозите. Если на депозите лежит больше, то по той сумме, которую вы потратили. Да? Да. 500 возврат, 500 цифрон – это невозвратная сумма, на что пропустили, не могли войти. 500 цифрон – это стоимость карты, 350 – ваше личное пользование. В 2024 году переоформляется бесплатно, да. Поясните понятие депозит. Депозит – это дополнительный счет, сберегательный, на который начисляется что? Доход. 6% дохода. Срок действия карты 3 года. Какой курс будет при обмене? Например, если снимаю в рублях, ну, на курс, как сказать, на курс ЦБ РФ, там плюс-минус, как бы, ну, такой есть, такой есть. Если в день 13 тысяч цифрон, то как миллион оплатить за тачку? Но это уже другой разговор. Либо, давайте вот так вот, Артур Арсланов.
Так, я запишу этот вопрос. Вообще, я бы вам сказал... Короче, есть механика, можно это повторить. Точнее, можно это сделать. Можно. Сейчас потерял вопрос опять. Вот. Человек без карты зарабатывает на продвижение карты, да. Если собираюсь в месяц тратить 1000 цифрон, то надо иметь в депозите 1000 цифрон и для трат просто пополнять периодический баланс. Да, это если вы собираетесь тратить 1000 цифрон, и более того, если вы собираетесь получать с этой 1000 кэшбэк ровно на 1000, ну то есть ровно с 1000, то вы должны иметь и на депозите такую же. Потом, если вы как бы потратили свои 1000 на балансе, заполняете новые балансы и так далее. Каждый раз увеличивать депозит или каждый раз там какие-то манипуляции с ним делать не надо. Если у вас есть регулярные затраты, вы понимаете, сколько у вас это, вы можете один раз положить и получать регулярно кэшбэк. Чем дольше депозит на карте на момент начисления кэшбэка, тем больше кэшбэк в абсолютных цифрах, то есть в зависимости нет такого. Как увеличить 25%, я написал. Для 25 надо выполнить одно из двух условий. Депозитная финика считается депозитом на карте? Нет. Если я не приобрел карту, могу продать и получить вознаграждение? Да. Люди, это не банковская карта, все верно. Это кэшбэк-карта, Валерий, все верно. А презентацию карты в PDF-формате сделайте? Да, сделаем. Для партнеров. Кирилл Мищенко, я не знаю, кто вы, но для партнеров, да. Для того, чтобы вам проще было объяснять. Более того, вот этот вебинар, он и в вашу помощь, то есть мы сейчас собираем максимум вопросов, чтобы вы не упали с каким-то вопросом. Есть минимальная сумма покупки, с которой начисляется кэшбэк? Нет, с любой покупки. Ежемесячно процент с депозита идет на счет? Да. А Кирилл Доронин сегодня нам сказал, что за снятие наличных тоже будет кэшбэк. Наталья, мне он не сказал. Возможно, так и есть. Но это же хорошо, что будет. И будет приятным бонусом, что я вам сейчас сказал, что не будет, а вы потом получили его. Если сам еще карту не купил, придут за продажу? Да. Куда придут? Вам в личный кабинет в Финика. Как насчитывается сумма депозита баланса? Не понял вопроса. Как рассчитывается сумма депозита от баланса? Не понял вопроса. Для 20% выплате одно из двух условий. Вот как бы, если вы хотите 25%, то вам нужно либо пригласить 5 человек, либо потратить 2000 и пригласить 3 человек. То есть 5% отсюда и 5% отсюда. Так, депозит... я тогда буду снизу. Вы каким-то образом еще... я, видимо, не смог ограничить. Так, я уже подбираюсь к концу. Так. Что значит аббревиатура на карте ЦФР? ЦФР, цифрона, БНК. Если я каждый месяц трачу по $1000, то как будет начисляться кэшбэк? В первый месяц 5%, в следующий сколько будет? Если каждый месяц вы получаете... если каждый месяц вы тратите по $1000, в первый месяц вы получаете 5 за первый месяц. На второй месяц вы получаете 5 за первый месяц, 5 за второй месяц. На третий месяц вы получаете 5 за первый, 5 за второй, 5 за третий. Четвертый месяц получается 5 за первый, второй, третий, четвертый. Итого 20. На пятый получаете за первый, за второй, за третий, за четвертый, за пятый. То есть в пятом месяце вы получаете за все 5 месяцев. Где-то он стартует, где-то заканчивается. Я отключил комментарии. На депозите должны быть цифроны, которые работают и дают проценты. Это, видимо, ответ, как получить кэшбэк, да. Чтобы получить 20% кэшбэка от миллиона, я должен сделать покупку на миллион, плюс еще, отвечал.
Если я сам не купил карту, приду за продажу карты 100% и $100 и куда? Да, придут в кабинет. 2 на карте должно быть отдельно. Блин, да, отвечал. Депозит можно снимать в любой момент. Цифрон от стоимости карты куда? 150 цифрон от стоимости карты куда идут? 100 идут моментально тому, кто вас пригласил, а 50 на обслуживание и выпуск карты. Депозит на карте не снимаемый. Снимаемый. Что значит аббревиатура? Отвечал. Очень непонятная презентация, куча вопросов, ничего не понятно, сформулируйте презентацию, выложите в понятной форме. Марк Кличко, спасибо за ваш комментарий. А если по делу, то было бы здорово. В $100 мне понятно. Могу заводить цифроны на Финика через карту как альтернативу биткоинам. Цифроны на Финика через карту. Ну, наверное, да. Не понял вопроса я. Давайте я запишу. Я не совсем понял, что вы имеете в виду. Депозит должен равняться сумме затрат. Да, или больше, если вы хотите, чтобы... Депозит должен быть больше или равен сумме затрат, чтобы вы, если вы хотите получить 25% с этой суммы затрат. В месяц возвращается от 15 до 25 или 5. Ежемесячно возвращается от 3 до 5% в течение 5 месяцев. Точнее, ежемесячно в течение 5 месяцев, да. NFC будет, да. Депозит в ВЛК, Финика, депозит на карте, разный депозит, все верно. Что значит в течение 5 месяцев? Это значит, что 5 месяцев вы будете получать кэшбэк. За снятие в банкомате процент 3. Какой смысл снимать наличные с карты, ведь ее предназначение покупки, начисление на покупки, кэшбэк. Соответственно, чем больше покупок совершаешь, тем больше кэша получаешь. Ну, кому-то просто нужны наличные, я не знаю. Если потерял карту, за восстановление нужно платить. Да, перевыпуск карты $70. Ну, точнее, 70 цифрон. Слайды эти скиньте в общий доступ. Да, как докрутим, сначала партнерам. Какая максимальная сумма депозита? Неограниченная. Кэшбэк только 5 месяцев будет действовать. Нет, он работает у вас бесконечно. Сколько вы тратите, столько и как бы получаете. Просто за этот месяц вы получите в следующие 5 месяцев. В течение следующих 5 месяцев получаете ежемесячно. Трейдер генерирует средства на кэшбэк с депозита карты. Все верно, Михаил. Планируется ли выдача кредитов или сумму на определенный срок без комиссии? Не могу ответить на этот вопрос. Ну, потому что это не по теме, я не знаю. Как можно регулировать пополнение на депозит и пополнение на баланс в личном кабинете? Крутить депозитом карты, все верно. Без депозита она смысла не имеет. Но если вы имеете цифроны, можете использовать как вывод. Ну, то есть вы вводите на карту и расплачиваетесь ей. 6% годовых или 72? Годовых 72, 6 в месяц. Кроме продажи карт. Один цифрон равен $1, да. Депозит на карте, депозит на индексе – это разные счета, да. Получается, депозит должен сохраняться все 5 месяцев. Да, ну как бы, а зачем вам его снимать? То есть, зачем вам покупать карту за $500, чтобы потратить 1 месяц и потом снять, ну, как бы, депозит? Ну, я просто не понимаю, зачем вам это. Ну, тогда, если вы говорите, мне надо продавать, точнее, я хочу заработать на карте, ну, продавайте просто партнерам, пусть они пользуются в свое удовольствие, получают, ну, зарабатывают на этом. Получается, покупаешь на 5000, то в магазине снимается 5000 плюс 2%. Да, наверное, так. Озвучите, пожалуйста, пример, какие самые вкусные условия другие дают банки для сравнения. Другие банки, не совсем правильная формулировка. Мы не какой-то банк, чтобы, ну, как бы говорить, что другие банки. А у нас кэшбэк-сервис. А банки дают 1% всегда до 11 там, процентов на какие-то любимые категории. И вот, как бы, не знаю. Но у нас без категории, без всего, у нас всегда от 15. Если пополняем карту, как распределяется сумма на депозит и баланс?
Пополняете карту, насколько я понимаю, она пополняется на баланс, а из баланса вы можете на депозит перекинуть. Вот. Но я уточню. Я думаю, можно это будет сделать в личном кабинете. Опять же, это будет какая-то инструкция, вы точно будете разбираться. Будет техподдержка, да. И вы будете видеть, на каком счету у вас сколько. То есть на депозите столько-то, на балансе столько-то. Если будут возникать вопросы, будет техподдержка обязательно. Опять же, сейчас задача получить от вас максимум вопросов для того, чтобы подготовиться к следующему вебинару и провести его более информативно. Так, правильно я понимаю, что сейчас, что если у меня депозит 1000, я ежемесячно пополняю и трачу по 1000 с баланса, то во второй месяц пользование карты мне вернется на карту 50, третий 100. Да, все верно, Виктория Бурмакина, вы поняли. Есть ли PayPass? Да. Где видно, что именно ты продал карту? Вы видите, в кабинете у вас есть партнерская программа, вы видите, кто под вами партнеры. И если кто-то продаст вашему партнеру карту, он все равно будет под вами. Потому что мы не разделяем партнерскую программу по продукту индекс, по продукту там, кредиты и по продукту карты. Одна и та же партнерская программа. Просто вы сейчас своим партнерам можете дополнительно продать продукт, если вы их порадовали предыдущими. Доброго времени суток. Скажите, где ты можешь пересмотреть вебинар, пропадает связь, не все разобрала. Я думаю, запись будет, не знаю точно. На учебе? На YouTube. На YouTube. Да. Только следующий, который будет. Да. Где-то, короче, он будет. Либо мы точно анонсируем следующий вебинар, он будет, скорее всего, в ближайшие дни, максимум недели. Мы сейчас переработаем презентацию. Спасибо вам, кстати, за все вопросы. Это нам очень сильно помогает докручивать презентации, чтобы она была понятна, чтобы и вам проще было объяснять своим партнерам. Как можно увидеть баланс на карте в кабинете? Если у нас в кабинете 1000 цифрон, они придут на депозит. Если вы их переведете, то да. Эхо. Окей. Да, у меня уже за это спрашивают. Депозит на карте – это постоянная субстанция. Он постоянно должен быть на карте или только в момент начисления кэшбэка? Не совсем понял. То есть, если вопрос, могу ли я его снять, да, вы можете. Будет ли начисляться кэшбэк, если не будет депозита? Нет, не будет. Нет депозита, нет кэшбэка. Вот такое право. Можно ли к одному ID счета привязать 2 карты, чтобы мы могли пользоваться балансом 2 члена семьи? Один ID, одна карта. Регистрируйте, приглашайте второго члена семьи, регистрируйте его, оформляйте вторую карту. Так, с этим вопросом закончил. С чатом закончил. Давайте я зайду сейчас в вопросы. Там, наверное, тоже что-то есть интересное. Вы что? Я всем убрал. Так, вот сейчас я разрешил писать всем. Я сейчас вот так вот напишу, чтобы было. И полетело. Так, я, ребят, надеюсь, что вы отвечаете на задаете те вопросы, которые не были уже озвучены и отвечены. Я пока пойду по вопросам, которые вы пишете именно как вопросы. В инструкции в Телеграме не сказано об указании ID, пригласивших для использования карты. Если я сейчас начинаю активно искать людей, которые хотят купить такую карту по моей рекомендации, то как это оформить? Этот человек должен иметь аккаунт. Этот человек должен зарегистрировать аккаунт, который будет под вами. Могу ли я заказать больше одной карты? Да. Какую сумму можно снимать в сутки? Отвечал 13 тысяч цифрон. Это лохотрон. Это не вопрос. Уже было или будет? Не понял, Николай Гаевич. Вы, видимо, эксперт по лохотронам, если... там какая-то...
То, что карты привязаны к личному кабинету, понятно, но для самих карт нужен отдельный сервис, типа статистики, отчетов, переводов и тому подобного. Этот функционал будет отдельным сервисом или все же реализует. Это будет пока отдельной вкладкой в личном кабинете, потом будет отдельное приложение. Если в личном кабинете, то я понимаю, что вышестоящий способ автоматически получает бонусы за покупки и подобное, или же по картам отдельная структура. Отдельной структуры нет, но если он не владелец карты, он по этой структуре получать, наверное, не будет. Еще я вам не сказал, но депозит на карте является товарооборотом в структуре. Как реализован механизм заказа, доставки карт, договора, онлайн-регистрации, например. Насколько я помню, сейчас можно заказать ее в личном кабинете. Если не заказал карту, а твои люди заказали, получу ли я комиссионные? Если вы не заказали, а вы заказали, то да. Если вы им продали, если об этом речь. Доставка в Европу также возможна. Для продвижения в интернете Яндекс.Директ очень вероятно что-то там. Очень вероятно попросит банковскую лицензию. Ее предоставят. У нас не банковская карта, у нас кэшбэк-сервис. И, скорее всего, мы проведем отдельный вебинар о том, как продавать эту карту в интернете. Так. Что-то я опять... В общем, ребят, я вам расскажу такая ситуация. Когда вы пишете новый вопрос или новый комментарий, то у меня улетает вопрос, я не вижу, на чем снялся. Так. По картам какие лимиты на снятие отвечал? Проценты на ввод-вывод. На ввод 0%, на вывод 3%. А кэшбэк идет от любой суммы покупки или же есть минимальная? Нет минимальной. Карта не именная. Для граждан других каких стран эти карты для всех. На все ли покупки идет кэшбэк, от чего зависит процент? Процент зависит от условий. Кэшбэк идет от всех покупок. Доставка в Израиль возможна. Кэшбэк будет по категориям распределять? Нет. Везде одинаково. Стоимость карты. Почему для существующих уже партнеров будущих цена одна карта? Не понял, почему для существующих уже партнеров и будущих цена одна? Не знаю, какие скидки. Для бывалых у вас уже есть сеть, вы продаете всей сети и получаете с каждого человека $100. Это не скидка, это заработок. Мы не даем скидки, мы даем возможность заработать вам. Вывод из личного кабинета мгновенный. Вывод из личного кабинета, сколько занимает времени, вывод с карт. Если вопрос, как долго из личного кабинета на карту, поступает также 3 дня. Вывод с карты обратно в личный кабинет предусмотрен? Да. Снятие наличных предусмотрено? Предусмотрено, да. Написано, что платить карту можно с платежной системой, а в Google документе она не указана. Надо разобраться с этим вопросом. Сейчас я... Людмила Гилева в вопросах написала. Сейчас. Я оставлю какой курс конвертации, какой процент за снятие наличных. Опять потерял. Снять наличных 3, как пополнять карту, где можно посмотреть баланс, личный кабинет. Саймон Механик, не знаю, откуда берется кэшбэк, на чем компания делает деньги. Если что, непонятно. Но также на депозите. Покупки в любых местах, да, это MasterCard. А как продать карту своему клиенту? Показал 2 примера. 2-3 это через кейс про Юлю, через топливную карту и через продуктовую карту. Для партнеров отдельно еще будем объяснять. Сделаем отдельное обучение. Процент ответил. Можно ли оплачивать коммунальную? Да. Лимит средств на счете, как есть и как страхуются деньги. Вся безопасность под форматом MasterCard. Все их механизмы, которые они используют, вот такая же гарантия, такая же страховка, такие же условия. Как пополнять карту?
Пока цифровыми, если учреждение, например, не принимать безналичным расчетом, только наличкой. Если как в таком случае на снятие наличных тоже есть кэшбэк? Нет. Ну, точнее, вот говорят, что Кирилл Доронин сказал, что есть, но у меня пока информация, что нет. Если человек купил карту, но не купил индексы, как он будет пополнять карту? Он будет заводить цифроны на личный кабинет через биткоин или каким-то другим способом и пополнять ее, пополнять из личного кабинета на карту. Ответ на вопрос. В салоне нет операции покупка, там операция перевод денег, внесение в кассу, значит кэшбэк не будет. Ну вот Регина, видимо, сталкивалась с этим вопросом. Депозит должен перекрывать траты за какой период? Кэшбэк начисляется за сумму в месяц, то есть вот сколько вы за месяц потратили, эта сумма должна быть, депозит должен быть равен этой сумме, либо более. Депозит можно снимать в любой момент. Заявку на снятие депозита можно сделать в любой момент. Сроки на вывод этих денег будут, сколько-то. Не могу сейчас точно сказать, какие сроки, но к следующему вебинару я отвечу на этот вопрос. Сейчас его себе помечу. А если снять 13 тысяч цифрон, чтобы был кэшбэк, надо... Нет, не снять. Если потратить 13 тысяч цифрон, чтобы получить кэшбэк с этого траты, не снятия, на депозите должен быть 13 тысяч, все верно. Можно ли будет пенсионерам оформить на карту пенсию? Не совсем понял, что это значит. Как это относится к кэшбэк-сервису? Расскажите, что у вас о получении кэшбэка в течение 5 месяцев. Надо это как-то обозначить точно. В общем, тратите в нулевой месяц 1000. В первый месяц получаете 50, во второй месяц 50, в третий месяц 50, в четвертый месяц 50, в пятый 50. Итого за 5 месяцев 250. Итого 25%. Как расплачиваться в магазинах, если на счете цифроны? Идет внутренняя конвертация, расплачиваетесь вы в местной валюте. То есть человек, которому вы оплатили, он видит транзакцию в количестве рублей, которые которому вам выставил счет. Размер депозита всегда остается цифровым или он меняется по какой-то схеме, например, от суммы пополнения. Вы до него дополнительно, то есть вы можете пополнить самостоятельно любую сумму. Если человек карту, но не купил индексы, это отвечал. Если снять, это отвечал. Как на карту положить этот миллион, чтобы он лежал как депозит? Через цифроны у вас должен быть в системе миллион, то есть на Финика в личном кабинете, его переводите на карту. 6% с депозита падает на депозит или на баланс? Падает на баланс. Можно ли закрыть карту без баланса? Нет, у нас вот одно пока предложение 500 вместе с балансом. Мы не хотим, чтобы вы получали карту, чтобы она у вас просто была. Мы хотим, чтобы вы ее взяли и пользовались ей. Если она вам не нужна для использования, нафига вам карта? А депозит должен быть равен в течение какого-то срока или за раз. Но пока лежит депозит, вы получаете кэшбэк, если вот об этом вопрос. Вывод цифрон из личного кабинета происходит на депозит или можно сразу будет их тратить? Нет, они перекидываются вам на баланс. Так. Так. Как перевести средства из свободного в депозит? Я думаю, будет кнопочка. Давайте я сейчас сохраню этот вопрос. Возможно, даже какую-то визуализацию сделать в следующем разу. Если в первый месяц было трат на 1000, депозит тоже 1000. Если во второй месяц еще... Так, сейчас.
Если в первый месяц было трат на 1000, депозит тоже 1000 цифрон. Если во второй месяц еще 1000 цифрон, то депозит уже должен быть 2000 цифрон. Нет, кэшбэк считается за месяц. Если вы в первом месяце потратили на 1000, то он должен быть, не менее 1000. Если вы во второй месяц потратили 1000, то у вас уже есть 1000 на депозите, то все в порядке. Если вы за второй месяц потратили 2000, то да, другой разговор. Допустим, я завожу на карту 1000 цифр. Какая часть из этой суммы зачтется как депозит? Какую вы укажете, такая и зачтется. Будет ли усилена безопасность личного кабинета Google такой-то СМС? Будет ли подтверждение финансовых операций пин-кодом в магазинах при оплате? Я думаю, что будет. Что из этого списка будет, сейчас не скажу, но я записал вопрос. Спасибо, Алексей Белявцев. Если пополняем карту, как распределяется сумма? Так. Вот. Если пополняем карту, как распределяется сумма, депозит и баланс. Как распределите вы сами? То есть, скорее всего, сейчас будет чисто на баланс, но из баланса можно будет пополнить на депозит. Либо, возможно, сделаем сразу, куда вы хотите ее пополнить. Я еще раз запишу вопрос, чтобы ответить более точно в следующий раз. Кэшбэк возвращается единожды в начале месяца или в день покупки через месяц, какого купил 20 числа, получу 20, или трачу в течение месяца и раз в месяц приходит кэшбэк со всех покупок. В течение месяца календарного, допустим, с 8 февраля по 29 февраля этого года, вы потратили, вам приходит кэшбэк 15 марта. Выплаты кэшбэка всегда 15 числа следующего месяца. Будет мобильное приложение, будет, когда, не знаю, 6% по депозиту в месяц, да, 72 годовых. Кэшбэк зачисляется в конце месяца, как расчетный период. Расчетный период календарный месяц начисляется 15 числа следующего месяца. За выполнение в рублях, и будет ли такое, то за ввод рублей, будет ли такое, я не знаю. И будет ли вывод по тому фиксированному счету. У нас один цифрон равен $1. Тут рубли никак не связаны. Карта кэшбэк-сервис принадлежит Англии. Это вопрос, не знаю. Принадлежит она компании Финика. На ваш вопрос не знаю, как ответить. Если после траты, допустим, 1000 цифрон при таком же депозите на следующий месяц депозит уменьшится, то кэшбэк тоже придется с меньшей суммы в следующем месяце. А зачем, в смысле, как депозит уменьшится? Пока вы не скажете, чтобы он уменьшился, он не уменьшится. Если уменьшится ваш баланс, с которого вы оплачиваете, то, если он меньше, чем 1000, то со всего баланса получится. Когда закончится обслуживание карты, то будет перевыпуск карты. За ее нужно будет платить? Нет. Любые суммы можно пополнять депозит. Вот. Любыми суммами можно пополнять депозит. Любой суммой шагом в 100 цифрон. Так, с этим вопросом закончили. Так, я сейчас попробую вот так. Дали следующий вопрос. Да. Сейчас будет. У нас же запись, наверное, будет. Так, ребят, к вам просьба. Если вы пишете в чат, то пишите в чат. Если пишете вопросы, то пишите вопросы. Сейчас, секунду. Я похоже. У нас вопрос повторяется, потому что сходный формат, она для всех одна. Я хочу, что мы можем сейчас заканчивать. Сейчас я выключу возможность написать. Еще раз пройдусь по всем вопросам. В смысле, не еще раз, а тем, которые не ответил. Вот. Да. И сегодня закончим, потому что мы уже достаточно долго. Во-первых, пока вы еще слышите меня,
потому что кто-то уже убегает. Спасибо, что все поприсутствовали. Вас было там в моменте, не знаю, 500 с лишним человек. Спасибо, что вы задавали столько много важных, полезных и нужных вопросов. Часть из них я попросил у вас паузу, чтобы я посоветовался с другими отделами, потому что, часть из этих вопросов я не могу ответить лично, но с другими отделами нужно будет посоветоваться. И партнерам обязательно будет оказана помощь информационная о том, как продавать этот продукт, о том, как отвечать на вопросы. Мы сейчас делаем так называемый список часто задаваемых вопросов. Скоро он появится и у партнеров для того, чтобы вы могли продавать. И, опять же, подытожу, партнеры могут продавать карту и получать вознаграждение за продажу карты, даже не имея карты. Но не уверен, кстати, запиши, пожалуйста, вопрос, не уверен, что вы получите проценты кэшбэка за это. То есть, если у вас нет карты, но вы продали 5 карт, не уверен, что ваш статус повысится до 25%. То есть, если у меня нет карты, не знаю, я не уверен, вот я сейчас уточню. Да, и вот я пока вам говорю спасибо, и вы мне даете спасибо, я тоже вас рад был увидеть, слышать и читать ваши сообщения. И на самом деле очень приятно, что мало было таких людей, которые писали, что закидывали помидорами, там всякая вот эта вот ерунда и так далее. Очень прикольно, что не было такого в большом количестве. Да, конечно, есть там некоторые люди, но ничего страшного, они живут там своей жизнью, мы за них не переживаем, они за нас не переживают. Но спасибо им тоже за то, что они потратили время, уделили нам внимание, потратили силы, написали какие-то гадости нам, тоже классно. Вот. Значит, зачем-то им нужно было сделать это. Благодарю вас всех за вебинар, за то, что вы присутствовали. Те, кто получил ответ на свои вопросы, всего доброго. Я сейчас закрою чат. Вы пока можете написать нам пару позитивчиков. Да. Я сейчас закрою скоро чат и отвечу на эти вопросы, которые не ответил, и попрощаюсь на сегодня. Вот, вопросы, 3 вопроса. Речь идет о 5 месяцах возврата кэшбэка. А что будет на 6-й месяц и дальше? Смотрите, у каждого месяца есть следующие 5 месяцев. То есть, если вы регулярно тратите, то ваша история не заканчивается никогда. Вот об этом речь. То есть, если в январе вы потратили, то за январь вы получаете до июня. То есть, февраль, март, апрель, май, июнь. Если вы потратили в июне, то вы получаете июль, август, сентябрь, да, октябрь, ноябрь. То есть всегда в течение 5 месяцев. Вот и все. Когда, то есть, что будет дальше на 6-й? На 6-й. Для конкретного этой покупки ничего. Для других, будет другое. Пополнение баланса только биткоином через личный кабинет. Не знаю, пока только цифронами через личный кабинет. Но давайте я уточню. На следующем вебинаре будет более точная информация по этому вопросу. Спасибо большое вам, спасибо, Регина. Допустим, я купил автомобиль через карту. Вот кто-то из ребят, девушек, точнее, сказал, что в автосалоне проходит транзакция не как покупка, а как перевод. Поэтому, наверное, схема не работает. Вот. Сейчас отключаю ваши комментарии, даже те, которые вы хотели написать благодарность. Я сейчас буду улыбаться, когда буду их читать. Поэтому вы поймете, что до них дошел. Так, будет усилена безопасность. Отвечали 6 на депозит. В месяц на каких условиях на свободный остаток всегда. 6% на депозит. Депозит является отдельным сберегательным счетом, который находится на карте. Есть на карте еще счет-баланс, которым вы оплачиваете покупки.
На свободный остаток нет. Свободный остаток у вас на балансе. Депозит, депозит. Ну, два места, две корзины. С этой копится, вот с этой вам копится 6% на депозит, с этой вам копится, точнее, с этой вы оплачиваете. Всегда, да, всегда. Если в первый месяц, ну, всегда, пока у вас лежит депозит, ну, в смысле, об этом речь. Если в первый месяц был трат на 1000, цифрон депозит тоже это отвечал. Вам не обязательно иметь, ну, то есть не накопительно. Вы пояснили, это получается первый месяц 5%, второй 10%, третий 15%, четвертый 20%, пятый 25%, то за 5 месяцев получается 75 кэшбэка. Да, при учете, что у вас всегда каждый месяц одна и та же равная сумма. То есть первый месяц 5% с затрат первого месяца, второй месяц 5% затрат первого месяца и второго месяца. Ну, то есть вот так вот. То есть если, допустим, вы в первом месяце потратили на 1000, а во втором на 100, то не получится 10% от 1000. Это получится 5% от 1000 и 5% от 100. Надеюсь, правильно объяснил. Точнее, доходчиво. Еще раз объясните, как начисляется кэшбэк отдельно на покупку и как отображается на депозит, если он меньше суммы затрат. Еще раз объясните, как начисляется кэшбэк. Кэшбэк начисляется. Вы совершили затраты в январе с 1 по 31. Вам на какую-то сумму, допустим, на 1000 цифрон. У вас депозит 1000 цифрон. 25% с 1000 цифрон – это 250 в течение 5 месяцев. Поэтому делим это на 5 частей. В феврале, 15 февраля, вы получите 1/5 часть от 250, то есть 50 цифрон. Отдельно на покупку и как отображается на депозит, если он меньше суммы затрат. Если вы потратили на 1000, а депозит у вас то, то есть за месяц вы потратили 1000, то у вас будет считаться кэшбэк с 500, то есть 25% от 500 будет 125, и 125 будет начисляться в течение 5 месяцев, то есть 25 в месяц. Спасибо. 3-5% каждый месяц. Объясните на примере. Пример начисления кэшбэка. Пожалуйста, дайте. У меня есть очень сложная схема, как говорят мои партнеры, но мне она очень нравится. Сейчас я открою ее и покажу. Сейчас я ее сохраню сначала. Точнее, она не сложная. Сложная для объяснения. Сложная, не знаю, не сложная, в общем. Я не знаю, почему считаю сложной. Она доходчивая, понятная. Так, сейчас я попробую загрузить материалы. Секунду, пожалуйста. Так. Пока поотвечаю на другие вопросы. Вот она появилась. Вот как объясняем? У меня тут, по-моему, даже где-то есть маркер. Да. Посмотрите, есть депозитный счет. Вот, допустим, здесь вот какой-то большой. Так, вот здесь будет это удаляем. Сейчас, секунду. Вот это удалить вот так.
пишется. Ну ладно. Сейчас поменьше здесь сделаю. Вот у нас есть депозитный счет и есть свободный счет, он же баланс. Это для покупок. Здесь вот покупки. Здесь покупки. Здесь проценты. Депозитный счет. Мы тратим, допустим, вот здесь. Вот мы потратили. Допустим, 1000. Для того, чтобы, ну, как бы вот так вот сейчас корявенько нарисуем. Для того, чтобы получить максимальный кэшбэк, пусть будет, точнее, здесь должен, на депозите тоже должна быть 1000. Ну, вот здесь вот один, пусть будет 1000, но я нарисовал один. Смотрите, здесь у меня написано 3%. Это ну, как бы мы рассматриваем, допустим, человек решил попользоваться сам и никого не звал. Но, допустим, он уже всех позвал, у него есть 25%. Вот получается, что в феврале он потратил, за то, что он потратил в феврале, он получает в марте, в апреле, в мае, в июне и в июле. За то, что он потратил в феврале. Ну, то есть вот эта вот история, вот она. Вот это я выделил сейчас. Когда мы говорим о том, что... Я не знаю, поменять цвет, но пусть будет вот это. Когда человек потратил в марте, вот, допустим, вот так, у него в течение апреля, мая, июня, июля и августа получает по 5% за то, что он потратил в марте. И так с каждым месяцем потратил в сентябре, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, ну там и февраль. Вот. Плюс к этому он еще получает депозит 6%, 6%, 6%, 6%, 6%. Вот. Я не знаю, как бы стало вам понятнее или нет. Попробую даже рискнуть открыть чат. У нас все-таки 260 человек. Вот, пока поотвечаем другие вопросы, но надеюсь. Что означает 111%? Ну вот, 111% вы получаете. То есть суммарно. Так, куда я пробежал? Все очень понятно. Ну, отлично. Короче, я буду убеждать других, что мне сказали наши партнеры, что это понятно. Она просто громоздко выглядит, и люди боятся, ну, точнее, наши другие руководители отделов, они боятся, что будет непонятно. Окей. Какой срок вывода цифрон с кабинета на карту? С кабинета на карту 3 дня. Начисляется на депозит? И на депозит, и кэшбэк с депозита цифрон. Начисляется и на депозит, и кэшбэк с депозита цифрон. И валюта имеется в виду, да, цифроны. Если я трачу 1000 цифрон на депозит, 100, сколько будет кэшбэк? Кэшбэк будет считаться от 100, то есть максимально 25 цифрон. Хорошо, человек должен быть зарегистрирован, а верифицироваться обязательно ему нужно будет, чтобы пользоваться картой? Да, конечно. Потому что карта не именная, мы должны понимать, что это реальный человек. А верификация же это не такой сложный процесс. Я просто не понимаю здесь, в чем сложность. Или я, может быть, не совсем правильно понял ваш вопрос. Депозит держать на карте постоянно только в момент начисления кэшбэка. Если вы хотите получать кэшбэк, для этого нужен депозит. Не хотите получать, но не держите. Но смысл пользоваться этой картой тогда, если не получать кэшбэк. Непонятно, где будет видно, кто продал клиенту карту. Ну, давайте я уточню этот вопрос. Но, по сути, это будет видно в вашей структуре. Кэшбэк будет со 100 цифрон. Спасибо, Сергей. Выводить можно с личного кабинета цифрон? Да. 6% на депозит в месяц, на каких условиях? И свободно остаток всегда. Марсель, отвечали на депозит. Привязать карту можно к Apple Pay? Пока нет, но планируем это сделать. Через банкомат можно пополнить?
Пока нет. Если у меня в команде есть уже 15 человек в первой линии, и кто-то из них решил купить карту, как будет считаться рефералка? Будет считаться, что как будто бы вы их пригласили. Но вы можете им сразу сказать, что... точнее, почему мы делаем такую штуку? Мы ценим ваш труд, который вы уже вложили в построение команды. Поэтому создавать новую структуру по картам и переманивать команду из одного продукта в другой не является честным. Если человеку понравилась карта, и он уже под кем-то зарегистрирован, и им кто-то другой об этом расскажет, все равно получите вы. Вот. То есть, раз он уже под вами, то получите вы. Так, существует лимит у карты с кабинета на карту? Нет. Есть единоразовое размещение, точнее, простите, точнее, единовременный баланс карты может, секунду, единовременный, пора заканчивать, единовременный баланс карты может быть не более 13 тысяч. Вот этот лимит. Но если вы его потратили, сразу же завели, то считайте, что он бесконечный. По автомобилю за 35% оплатить можно, если вы имеете в виду кэшбэк, чтобы получить кэшбэк, не знаю, скорее всего, нет. То есть вы хотите получить автомобиль за 50, точнее за 15%. От его стоимости. Так, прибыль с инвест-пакета будет сразу падать на карту без процентов. Не понял, что это значит. Если вы имеете в виду индекс, прибыль с индекса падает в кабинет на цифрон, в кошелек. Будет ли из кошелька нужно будет перевести на карту, вот если вот об этом речь. Получается, у нас на карте 100 цифрон, на балансе 350 цифрон. Тратим 350, получаю нет. Или, я же, по-моему, писал, что не так. Да, вот мы не дошли до этого слайда. Или дошли. Хочу на карту. В общем, те, кто... все, мы же отказались. Да. Все, можно в кабинете. 350 возвращается вам на карту. Из них 100 на депозите, 250 на балансе. Пожалуйста, внимательнее, Людмила. Будет ли приложение онлайн-цифрон, как Сбербанк онлайн? Планируем сделать, но не знаю когда. Оплатить программу 36% можно с этой карты? Скорее всего, нет. Не могу точно сказать, но, скорее всего, нет. Если депозит меняется в течение месяца, как считается кэшбэк? Не понял. Для того, чтобы поменялся депозит, с ним нужно что-то сделать. То есть либо пополнить, либо запросить вывод. Пересчитывается с нового расчетного месяца. 2% комиссии за любую оплату по карте, да. Можно ли пополнить карту деньгами, поехать за границу и пользоваться? Можно, да.